Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваше любимое кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Как всегда, с нами самые известные герои нашей республики и самые вкусные рецепты. Встречайте, сегодня с нами заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева. Исәнмесез? Исәнмесез, Руслан. Исәнмесез. Руслан, қонаққа бұл жүрмейлерін бұл шқуларына мұнсы бізден күштен әш. Әмірі мұнсы біз Томский шақарынан федеральный сабантудан қайттық. Шоңа көрі Томский птичка деген конфетінен шай ішерсіз көреді. О, конфеты «Томская птичка» и диск Гульшат Имамиева. Лучшие песни специально для Руслана Шарафутдинова написано. Рахмет. Гульшат Имамиева, певица, заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась в Казани. Выпускница Казанского музыкального училища и вокального отделения Казанской государственной консерватории. Начала свою карьеру в 1993 году в государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан. С 1999 года Гульшат Имамиева – солистка Казанской городской филармонии в составе НКЦ «Казань». Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Сильный голос, прекрасного тембра и широкого диапазона позволяет ей с блеском исполнять как народные, эстрадные, так и классические произведения российских и зарубежных композиторов. Подарки подарками, но для меня и для наших зрителей самый лучший подарок – это блюдо, которое мы будем готовить. Мы сегодня будем с вами печь пирог, трехслойный, катлаулы бәлеш называется. Вот видишь ингредиенты. Это лимон, провернутый через мясорубку, смешанный с песком. Можно уже пробовать это? Можно. Это уже готовое блюдо, можно сказать? Это почти готовое блюдо, да, ему еще осталось только запечь. Здесь у нас чернослив, а здесь у нас курага двух сортов. Мы их провернули, тоже с песочком все смешали. Сделали заранее, чтобы оно как пастила ложилось, чтобы она густая не была. Гульшат, я раскрою вам один секрет. Это блюдо, это, кстати, самый популярный у татар пирог. Продается во всех магазинах и часто делают его на кухне. Да. Но на нашей кухне мы его ни разу не пекли. Да вы что, я первая. Поэтому сегодня будет эксклюзив. Самое главное в таких блюдах – это тесто. Да, тесто, к сожалению, вот в рамки передачи нам не позволяют. Я его сделала заранее, но я объясню каждый ингредиент, как что делать, потому что тесто немножечко капризное, оно состоит из масла в основном. Пачка масла ставим в комнатной температуре, чтобы оно немножко подтаяло, не растекалось и ни в коем случае не подогревать. Значит, потом берем одно яичко. Берем стакан песка, можно не полный стакан, можно чуть-чуть не доложить, но это уже на вкус, кто любит сладко, кто как. Смешиваем с яйцом, взбиваем и добавляем масло. Потом, значит, полстакана молока. Полстакана молока, вот знаешь, в чем сложность теста, да? Вот, например, вот пачка дрожжей. Пачка дрожжей, вот эту пачку дрожжей мы делим на 3 части. И вот 1/3 только кладем в это тесто и пол чайной ложки соды. Это мы в молоко добавляем, потом это все смешиваем с тесто и кладем 2,5 стакана муки. Всего. Это все хорошенько перемешиваем и ставим в холодильник. На час, на 2, на 3 можно. Вот оно тесто. Да. 2 часа в холодильнике мы его продержали. И мы приступаем к готовке нашего замечательного пирога. Хорошо. Итак, куна тактас. Куна тактас. Так. Скалочка. Скалочка. Мука. Мука. Да. Так. Гульшат, начинайте. Гульшат, ну часто вообще готовите на кухне? Да. Ты не представляешь, насколько часто. Ну, правда, вот последнюю неделю мы пока в разъездах ездили, не готовили. Ну, время сабантуев было в июне, да? Да, получилось так, что мы в неделю вот. Так, и мы теперь это делим на 4 части. 2 большие, побольше наверх и дно, а 2 средненькие прослоечки, чтобы у нас получились. Хотя я не знаю, что получится. А ты смотри, чтобы я одинаково сделала. Я вообще учусь. Можно я сделаю вид, что я тоже умею готовить вкусные пироги? Вот не надо, ты вот так вот, да? Вот так. Не надо, потому что лишний раз нагреешь и... То есть самый главный секрет, чтобы тесто было холодным. Да. Но вернемся вот к блюдам, которые обычно готовит Гульшат дома. Гульшат дома готовит 1, 2, 3 и обязательно выпечка. Если бы ты видел мужчин моих в доме... Упитанные, батареи татарские. Да, мужа и сына, они у меня крупные, любят. Сын любит выпечку, муж любит поесть повкуснее. Ну, любой татарский мужчина любит поесть повкуснее. Обязательно. Ну, а испеченности, вот так, кроме этого пирога? Поможешь пока сковороду. Сейчас, секунду. Испеченности обязательно слойки, шпишмак бәлеш у нас каждую неделю, обязательно. Уже, там, а когда сезон этих гусей и этих, даже когда не сезон, все равно я смешиваю быстренько все это. Давай. Так, то есть все смотрю я быстро, не успели мы только начать. Тесто такое капризное, знаешь, ставь. Ага. Да.
И чтобы я его, видишь, немножко мыла. Так. Его нужно немножко поднять, но ничего страшного, его потом загнем немножко. Она очень, видишь, какой капризный. Смазали подсолнечным маслом. Да. Так. А теперь накладем на дно. Давай чернослив положим. То есть все так быстро делается? Быстро надо делать, потому что... Давай немножечко, Так, немножечко. чуть-чуть. Да. Да. Толстый не Первый сделай. слой. Да, толстый не сделай. Прям быстренько размазывай. Так. Гульшат, ну, рассказали вы, чем вы кормите свою семью? Кто все-таки, от кого этот дар такой, любовь к кухне? Любовь к кухне? Не знаю. Или у всех татарских женщин, и не только татарских, любовь к кухне автоматически? Как? Автоматически, наверное, да. У нас как бы не принято, что не готовить, как это можно. И потом и тети, и бабушки, и дедушки, они все... А вы вот- Так, синьку вряг салдым. Кубряк мы? Да, побольше положила. Извините, что я на татарский иногда вот так перехожу. Да ничего. Когда оно будет, оно все-таки должно быть ровно, одинаково. Ну, я готовлю такой мужской пирог, Я поняла. Ну, где очень много начинки. да, просто у нас вот этот пирог я, например, научилась у тети готовить. Есть у меня еще один секрет во время приготовления пирогов. Был. Особенно, когда слева от меня известная татарская вокалистка. Давайте заправим первый слой красивой песней. Зәңгәр күлмәгеңне киясыңда, зәңгәр болыннарға шығасың, ялын шәшәкләрен үзә, кемне шулай сагынып киясең, болын шәшәкләрен җыя, кемне шулай сагынып көтәсең. Бекзат Ахмед, большое спасибо, Гульшат. И даже как-то вот пирог повеселел от вашей песни. Да, он стал солнечным, да? Солнечным. Потому что второй слой у нас из куриги. Да, он такой солнечный продукт. Гульшат, давайте перейдем к вашему детству и вспомним вашу первую песню. Где исполнили, садик, школа. Все Пою я очень давно, с детства. Меня мама приучила. Вот сама она пела художественную самодеятельность. Потом у нас все в семье поющие, тетки, дядьки, скажем так. И как-то у нас даже вот просто так вот могут сидеть в комнате и начать петь. Ни с того, ни с сего. Не обязательно какое-то застолье, то есть все музыкальные. Я это вообще никак в сравнении с моими, как они поют красиво. Вот. И первую песню вот сольную, я вот помню, у мамы на работе я пела. Саубулашу. Там. Yollar gitti bizini, jillar gitti şuna gitem, ayırı sizden bigret ağır iken. Представляешь, вот такая маленькая стоит, там что-то не получается, все-таки довольно-таки сложная песня, да? Ну ничего, вот так. Вы знаете, даже будет смешно, я даже не собиралась как бы вокалисткой быть, да? Другая мечта была? Стать врачом, например? Что, учитель литературы и русского языка. Как настоящая татарка, стать учителем русского языка? Да, обязательно. Я очень люблю литературу русскую, русский язык. У меня что-то так все получалось. Читать я люблю, до сих пор читаю. Это и в дороге все время читаю, и вообще просто иногда классику перечитываю. Мне интересно. Ну, я думаю, ну вот так вот получилось, пошла в училище, а там, оказывается, я уже и пропустила первое собеседование, на второе, значит, пришла, попробуй спой, да. А ты можешь повыше спеть? Могу, там на полтона выше, а еще можешь? Еще могу. Ну ладно, вот так, оказывается, я и поступила в училище. А между тем у нас еще один слой теста. Да, все так быстро, все интересно. Позвольте я. Да, вот знаешь, много не клади лимончика, да, вот так чуть-чуть. аккуратненько, да. Гульшат, давайте вспомним ваших преподавателей. Вот вы у кого обучались? В училище я училась у Татьяны Михайловны Яковлевой все 4 года. Вот, потом закончила, поступила в Казанскую консерваторию. Училась 4 года у профессора Воронова Владимира Александровича. Но вот Владимир Александрович у нас, к сожалению, не дожил до моего выпускного, скажем так. И вот последний курс я училась у Зильдаяны Сунгатуллиной. Вот закончила у Сунгатуллиной Зильдаяны ее класс, консерваторию. Ну, параллельно я еще устроилась, вышла замуж на 4-м курсе училища. Вот, и работала в государственном ансамбле песни и танцев. Не мешало вот вашей работе замужество и семья, кстати? Да нет, как-то тогда не думалось. А сейчас думается и уже поздно? Вот сейчас мы съездили государственным ансамблем в Томск на Сабантуй. Они как дом родной, я всех знаю, интересно мне, ну уж.
Кстати, в госансамбле работает ваш муж. Да. Вот все-таки не тянет туда-обратно в ансамбль? Да нет, не тянет, но всех я их люблю. Они молодцы. Всем большой привет, Всем большой всему привет, госансамблю. да. Так, есть у нас Так, третий всё, да. слой. Вот смотри, теперь мы... Самое интересное. Да, самое интересное, мы его сейчас раскатаем. Мой вар. Так, это будет крышечка нашего пирога. Да. Пока вы так увлеченно раскатываете нашу крышечку, расскажите несколько слов. Вот сабантуй в Томске. Чем отличается от сабантуй в Казани, например? Конкурсы, игры все те же самые, Ага. да? Как бы мы там не просто Казань, там ведь еще и Нижнекамск ездил, да, город. То есть на них берется и стадион, это все организовано хорошо, с прологами и со всеми делами. Но вы знаете, там, когда туда уезжаешь, ощущается вот это единение душ, вот то, что ты татары, и то, что это все вот приветствуется, да, и то, что мы вот скучаем по друг дружку, поддерживаем, это вот, это непередаваемое То есть ощущение. сразу хочется Это купить настолько всё- двушку в Томске и переехать. Да в любой, хоть Томск, хоть где. Вот я вот до Томска мы были, в Стамбуле у татар сабантуй делали. Потом в Волгоград вот ездили, федеральный сабантуй, сельский. Там тоже, там они ведь скучают, они ждут. Они ведь ждут вас, артистов, нас, артистов, да. А там же они ведь приходят, они говорят спасибо, они говорят, такие вот бабушки, дедушки, когда они приходят и плачут, и слушают твою песню, это что-то, это не Но, это, вы знаете, это не передашь Гульшат, нашу нигде. программу смотрят по всей России, в том числе в Стамбуле, благодаря кабельному телевидению. И давайте для всех татар, которые живут не в Татарстане, следующая песня в подарок от Гульшат Имамиевой. Син бит миңа барыбер киләчәксең, килмиер ғазиз иттермә. Гомер мизгел, гомер уза китә, көттермәші бәхет, көттермә. Ялварамын сиңа, әй язмышым, даналығыңнан тезім шүктермә. Тезләнгәнем күрсәң данымны ал, көттермәші зинһар, көттермә. Тезләнгәнем күрсәң данымны ал, көттермәші зинһар, көттермә. Две песни для нашего пирога, я думаю, достаточно. Достаточно? И сейчас мы будем отправлять в духовочку. Да. Сколько по времени готовится вот по До вашему рецепту? готовности теста. Вот немножечко так подойдет. 20 минут, наверное, 25, 20 да. минут. Вот как покраснеет, мы его возьмем, оно будет готово. Киттек мы. Киттек. Отправляем наш пирог в печку на 20 минут. Котлы бәлеш. Смешали яйцо с сахаром, добавили размягченное сливочное масло, разведенные в молоке дрожжи, соду, муку и замесили тесто. Поставили в холодильник на 2 часа. Для начинки провернули в мясорубке по отдельности чернослив, курагу и лимон, который смешали с сахаром. Тесто разделили на 4 части и раскатали. На сковороду, смазанную маслом, выложили первый пласт теста. На него первую начинку чернослив. Затем поочередно слои теста, курагу и лимонную начинку. Накрыли бялиш последним пластом теста, залепили края и поставили в духовку. Запекали до румяности теста. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня мы не только готовим, но и поем красивые татарские песни. Потому что у нас в гостях заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева. Гульшат, благодаря вам и вашему мастерству мы вместе очень быстро сделали котловлы бәлеш, трехслойный пирог, поместили его в печку примерно 15-20 минут. Ждем и надеемся, что он будет очень вкусным. Хорошо, пока, Руслан, мы ждем. Давайте мы быстренько. Вот сейчас сезон такой овощной. Все, наверное, любят и помидоры, особенно мужчины. У меня вот мужчины обожают томатный суп. Я его сама люблю, и он очень быстро и усваивается хорошо. Мы с тобой будем делать томатный суп. Вот мы берем томаты, кладем в кастрюльку, заливаем кипятком. Для чего? Для того, чтобы снять кожицу. То есть будем баланшировать наши Да. помидоры. Да. Итак, берем кипяток. Да. Осторожненько. Да, и заливай, не бойся. Гульшат, давайте вспомним тот момент, когда вы вот из госансамбля перешли работать в Казанскую филармонию. Или вы это совмещали все? Нет, я когда закончила консерваторию, я ушла в 99-м году. С тех пор работаю при Национальном культурном центре Казань филармонии городской. Я закончила, как бы, оперной певец считаюсь. Ну, пою я как не только татарский народный, я пою классические вещи, например, романсы, арии, оперы. Ну, где по душе больше работать? В Казанской филармонии? Или это разное Ну, все? это разное все, потому что там одно, а там национальный уклон, а здесь у нас
как бы у меня есть возможность и я иностранным, и на татарском, и на русском петь. Кстати, вот отличие вас от многих татарских вокалистов, что вы очень много знаете песен на иностранных языках. Да, ну просто песни, да, ну, например, буквально недавно мы вот для японцев специально выучили 3 песни японские выучили. 3 песни на японский, на японском. На японском. Зря вы это сказали, потому что я попрошу вас сейчас спеть. Песня называется «Акатум». Акатомбо, оварете митанова ицунохика. Оварете митанова ицунохика. Дальше продолжать? Мне показалась почти татарская песня. Вот, ну да, пентатоника, вот это все восточный лад. Еще раз спасибо за эту песню, а у нас уже, опа, я думаю, помидоры готовы для того, чтобы мы сняли с них кожицу. Стараемся снять Так, с них кожицу. сливаем кипяточек. И я думал, вы скажете, что суп из помидоров готов уж. Нет. Нет, суп из помидоров не готов. Давай попробуем, постараемся. Сейчас мы с них кожицу снять, надрезать, да? Помидорчики у нас готовы. Дальше. Вот теперь мы берем луковицу, да? Ты Так. пока возьми кастрюльку, да, и возьми оливковое масло, буквально чуть-чуть на донышко. И мы там будем обжаривать наш лук и чесночок. Сколько? Ну, донышко, чтобы не... Хватит? Да, хватит, чтобы это не подгорело. Ну, несколько слов хотелось бы все-таки проговорить про вашу семью. Ведь у вас и муж артист. Да. То есть это такая настоящая, талантливая семья. А вот сын по чьим стопам пошел? Сын, вот сейчас поздно пришло, конечно, к нему. Он раньше как-то не хотел, потому что мамы дома не было, папы дома не было. Я, говорю, не буду артистом, нужна мне такая жизнь. А сейчас это все он созрел, как бы вокалом он тоже занимался. Вот, а за год освоил сам гитару. Теперь поет песни под гитару вдвоем. Ну, а, кстати, в нашей программе много песен не бывает. Да. Поэтому пока режем чесночок, разогревается масло. Кишкин Агначар. Руслан, вот смотри, специально для нашей передачи, да? Вот мы так хорошо с тобой тут варим. Давай романс посвятим. День и ночь роняет вечер ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною лаской не звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный серый вечер мне так хочется любить. Так, отправляем, значит, чесночок и лук. Лучок. Так. Так, лучок с чесночком поджарился. Да, вот сейчас давай томаты положим, Ага. и будет уже как шелупа. Так. Бульончик такой, и это все, Заливаем. я надеюсь, все это все проварится. Давай. Бисмиллахиррахманиррахим. Ага. Так. Опа. Вот. Есть. Перемешаем. Все, Ой, как перемешиваем. хорошо. Только учишь, стоишь. Что делать не надо. Рустам все сам делает. Я так надеюсь, ваш муж тоже дома так себя ведет? Ну, если мужчины дома, и если они уж готовят, они прям готовят объединение пальчиков. Ну вот вы только мужчины. Я же знаю, что у вас есть прекрасная дочь, которая в этом году успешно закончила 1 класс. Класс, да. Ну, вот она 1 класс закончила, и еще музыкальную школу, вот я ее дала, тоже 1 класс закончила. А есть такое поверье, что вот все-таки, если у вас есть голос, что он передается детям, например, и слух? Вы знаете, они, дети, тьфу-тьфу-тьфу, да, им передалось и голос, и слух. И инструменты Ну, по наследству? Есть голосовые связки только. Так, мне кажется, самое время сейчас добавить немножко специй. Да. Мы сейчас с тобой Пожалуйста. посолим, да? Ага. Чуть-чуть. Это мелкая соль, да? Мелкая соль. Ну, тогда да. я не знаю, как получится. Ну, все равно, если будет соленый, не обижайтесь. Пробовать будете вы. Так. И мы кладем, это просто, это что? Черный перец. Черный перец. И вот красный вы И просили. обязательно красный перец, да, ну, очень много это не надо. Ну, Сколько вот красного? Вот так положи, да. Достаточно? Достаточно. Так, и это мы сейчас все это перемешаем. Так.
Сколько готовится наш томатный суп? Ну, где-то минут 20 до готовности помидор, пока не сварится. До готовности пирога. Да, ага, вот он уже начал немножечко так краснеть, подходить. И вот сюда, вот когда это все закипит, да, мы с тобой положим чайную ложку меда. Чайную ложку меда? Да, чайную Для ложку чего? меда. Это знаешь, как контраст. Вот когда перец кладешь красный, да, и сладкий мед, это такой игра вкусов вкусный. Итак, буквально через несколько минут положим ложечку меда и будем пробовать. Будем. И наш пирог, и наш замечательный суп. Томатный суп. Помидоры пробланшировали, сняли кожицу, нарезали кубиками. В кастрюле обжарили мелко нарезанный лук и чеснок, добавили помидоры и варили минут 20. Незадолго до конца варки добавили 1 чайную ложку меда, соль, черный и красный перец. Подавали томатный суп с базиликом и домашними сухариками. А я напоминаю, что все рецепты наших блюд вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. А также мы ждем ваши рецепты и фотографии ваших блюд. Гальшат, посмотрите вокруг. Столько много пустой посуды. Да. Надо срочно Зато исправить. у нас есть катлаулы белеш, наш трехслойный пирог. Мы его посыпали пудрой, Да. немножко остудили. Но наш замечательный летний суп из помидоров Да. остужать мы не стали. Нет, нужно в горячем виде Прошу его вас, употребить. все-таки как хозяйка. Кстати, вот эта зелень, Да. что это? Расскажите, пожалуйста. Смотри, вот эта зелень порезана, это базилик. Вот для этого супа нужен для запаха, для вкуса базилик. И посмотри, там в соседней плошке есть сухарики. Сухарики. Вот Так. эти сухарики Ага. нужно класть в бульон. Вот сухарики сделаны из обычного хлеба. Домашние Да, вот сухарики. немножечко закинь, базилик положи. Ну, хочешь любой какой, вот укроп, еще что-нибудь. Так. Все. Вот ваш суп готов. Так, сейчас я добавлю все это. Ну и бисмилля, это разрежьте наш пирог. Так, Мы сейчас его немножечко зелени. чтобы не остыл. Так, Сухарики. сухарики бросай. А как, если вот, например, со сметаной это? Как хочешь. На вкус и цвет товарища нет, Руслан. Так, Давай вот мы пирог наш, да, разрежем ромбиками, как обычно его кусками дают, а дают ромбиками. И он как бы немножечко Так. углы срезаем. чай. Чай, да. Так, Ну, сейчас как, прям. все готово. Осталось собрать гостей. Супчик стынет, Гальшат. Давай, пробуй. Что значит? У нас Пробуй закон. сначала. Если ем я, гость тоже должен есть. Да, ну давай. Так, размешиваем. Размешивай. Попробуй. Вот остроты хватило? Нет, Руслан? Если не хватило, можно немножечко... Ну, вроде получилось. Я даже больше скажу, я бы в этот суп не добавлял даже сметаны, потому что вкус у него замечательный. Этот супчик Big Файдале Темле, это слоган нашей программы. Летом самое то, дорогие друзья. Обязательно попробуйте, приготовьте сами. Бигзур Ахмед. Рахмат. Ну, мне кажется, с пирогом будет полегче. Давай. Вот посмотрите, вот он, Получился. трехслойный пирог. Вот так это все должно быть. Не знаю. Бабушкам У угодим, не татар угодим. все очень просто. В одну руку чай, Так. в другую сразу 2 кусочка пирога. Бисмилля рахман рахим. Да. Пробуем. Пробуй. Тает во рту. Браво. Ну, во-первых, вы попали в точку. Я люблю, это секрет раскрываю всем нашим зрителям. 2 пирога из творога и трехслойник. О, Поэтому я не знаю, кто вам, конечно, рассказал мой секрет, но я с удовольствием, сейчас программа закончится, все это съем. Гальшат, Сазия Бигзур Ахмед, от всей души большое спасибо, что после таких гастролей в июне Сабантуев нашли время, пришли, накормили замечательными блюдами. Спасибо Сазия вам. Унгышлар. спасибо вашей программе. Пусть она процветает, вкусно пахнет, дальше живет. Приглашайте нас, мы, конечно, с удовольствием придем еще раз. И в следующий раз тогда остается пирог из творога, да? Бигзур Ахмед. Ну и отдельно вам спасибо за этот витаминный суп и настоящий татарский пирог. Рахмет. Рахмат. Заслуженная артистка нашей республики Гальшат Эмалиева была сегодня вместе с нами и готовила для вас. Смотрите нас каждую неделю. Пока-пока. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.